В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Работать надо по правилам. Предварительные итоги проверки деятельности на таможенном посту ПСО. Инфекция в роддоме. Правда или вымысел? Актуальный репортаж программы. 325 выпускников-офицеров Сухумскому военному училищу 16 лет. Президент Рауль Хаджимба направил в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере безопасности дорожного движения. Проект закона направлен на ужесточение ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. С вопросом о том, какие именно ужесточения предлагаются, мы обратились в администрацию президента. Данный законопроект предусматривает изменение мер административной ответственности. Действующая редакция закона предусматривала за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения штраф в размере 12 тысяч рублей. Законопроектом предусматривается усиление мер административной ответственности. Не будет штрафов, будет лишение сразу права управления транспортным средством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения сроком на 1 год. Также за повторное управление транспортным средством предусматривается уголовная ответственность с лишением свободы сроком до 3 лет. Законопроект также предусматривает для граждан, лишенных права управления транспортными средствами, либо не имеющими права управлять транспортными средствами, административную ответственность в виде ареста на 15 суток за управление в состоянии алкогольного опьянения. Президент также внес на рассмотрение Народного собрания проект закона о внесении изменений в Конституционный закон о выборах депутатов Народного собрания, направленный на совершенствование избирательного процесса в Абхазии. Распоряжением Рауля Хаджимба создана комиссия по проверке таможенного оформления ввозимых и вывозимых товаров на российско-абхазской границе. В комиссию, которую возглавляет заместитель руководителя администрации президента Адгур Лушба, входят представители Министерства экономики, Министерства по налогам и сборам, СГБ и Генпрокуратуры. Сегодня Адгур Лушба побывал на таможенном посту ПСО, а затем рассказал журналистам о предварительных итогах работы комиссии. Репортаж Амры Амичба. Любая машина с грузом, выезжающая и въезжающая в Абхазию, попадает в грузовое отделение таможенной службы. Грузоперевозчикам подается грузовая таможенная декларация в отдел оформления, после чего производится досмотр. Оплата таможенных платежей происходит по безналичному расчету через отделение Сбербанка, которое находится за пределами таможенной границы. Грузовых таможенных деклараций и деклараций формы ТД-4 за сутки примерно оформляется около 50. В зависимости от количества наименований. Если это грузовая таможенная декларация, то все таможенное оформление занимает около 2 часов. Может проехать машина, не оформившись у вас? Если эта машина попадает под таможенные операции, конкретно груз, то, естественно, она без нашего ведома отсюда выехать не может. Это невозможно. Если в результате досмотра не было выявлено каких-либо нарушений, то машина с оформленным грузом с грузовой таможенной декларацией въезжает на территорию Абхазии. Такова легальная процедура таможенного оформления на границе. Однако, по словам заместителя руководителя администрации президента Адгура Лушба, есть информация, что не всегда все происходит надлежащим образом. Именно поэтому президентом страны инициировано создание комиссии по проверке таможенного оформления ввозимых и вывозимых товаров на российско-абхазской границе. Мы имеем различную информацию, связанную с тем, что многие участники внешнеэкономической деятельности якобы не оформляли грузы, что якобы присутствовала коррупционная составляющая при этом оформлении и так далее, и так далее. И, соответственно, государство недополучало полагаемые налоговые и таможенные платежи. Для того, чтобы убедиться, что либо подтвердить, либо опровергнуть эту информацию, мы как раз и занимаемся изучением данного вопроса. Комиссия начала работу 22 октября. Руководители рабочих групп выезжают на суточное дежурство с тем, чтобы осуществлять контроль за полнотой таможенного оформления. Мы не подменяем работу таможенного органа. Наша задача не допустить прохождения неоформленных надлежащим образом товаров, которые должны быть подвергнуты таможенному оформлению.
Адгурлушба рассказал, что ежесуточно к нему стекается информация об объеме грузов, которые пересекли границу, о количестве оформленных документов таможенных приходных ордеров и таможенных деклараций. Эти данные затем будут использованы для проведения сравнительного анализа товарооборота до начала работы комиссии и после. Процедуру таможенного оформления должны проходить все грузы, подчеркнул Лушба. Призываю всех предпринимателей, так сказать, играть по тем правилам, которые определило государство. Это будет удобно и выгодно им, это будет удобно и выгодно государству. Потому что есть и другого рода информация, что когда товар не оформляется, естественно, он реализуется в теневом режиме на территории Абхазии, и государство несет большие потери от того, что недополучает налоги с этих объемов. Хотелось бы как раз еще раз предупредить наших предпринимателей, выводить из тени неучтенные обороты, работать легально, что им даст пользу и, соответственно, даст пользу нашему государству. Создаст одновременно и равные условия для тех крупных оптовиков, которые работают легально по всем установленным правилам, и не создавать им нездоровую конкуренцию за счет ценовой политики. Работа комиссии будет продолжаться до 25 декабря. Подводя промежуточные итоги, заместитель руководителя администрации президента Адгурлушба заметил, что со дня начала проверок не зафиксировано ни одного нарушения правил таможенного оформления. Амра Амичба, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Синегнойная палочка в родильном доме Абхазии. Миф или реальность? В последнее время в родильном отделении республиканской больницы участились случаи детской смертности и ухудшения состояния здоровья новорожденных. Общество обеспокоено происходящим. В ситуации разбиралась Сима Аргун. 10 дней назад в республиканскую детскую больницу поступили новорожденные с симптомами, напоминающими наличие в их организме синегнойной палочки. После проведения необходимых анализов этот факт подтвердился. Главврач детской больницы Игорь Джопу отметил, что инфекция, о которой идет речь, внутрибольничная. И пока рано говорить о том, где ее могли подхватить новорожденные. 10 дней тому назад поступили двое новорожденных, двойняшки по фамилии Хагба. Им было проведено мазок из зева, из носа в данном частном конкретном случае. И было выявлено, этот анализ делается не сразу, то есть через неделю дают примерно ответ. Мы получили ответ синегнойная палочка. После чего были проинформированы об этом вышестоящий, это министр здравоохранения, главный педиатр республики Ада Фиратовна, и главврач республиканской больницы, так как роддом относится к республиканской больнице. Сейчас в обществе муссируются слухи о том, что синегнойной инфекцией заражено родильное отделение республиканской больницы и связывают участившиеся случаи ухудшения состояния здоровья новорожденных, а то и смертей именно с этой палочкой. В социальных сетях появилось множество постов о том, что будущие мамочки и роженицы боятся находиться в роддоме. Заведующая родильным отделением республиканской больницы Рита Трапш прокомментировала распространенную информацию о якобы имевшей место вспышке инфекции синегнойной палочки в роддоме и заражении новорожденных. Она категорически опровергла возможность заражения младенцев какой-либо инфекцией в стенах родильного отделения. Вся работа родильного отделения поставлена на предотвращение малейшей возможности появления какой-либо инфекции. У нас существует собственная санэпидемслужба, это отдельная каста врачей, и они более чем кто-либо осознают ответственность, которую несут. Проверяют на инфекцию все от стен и рук до мельчайших инструментов и приборов. Заявила Рита Трапш в интервью отделу информационных технологий Министерства здравоохранения Абхазии. В Министерстве здравоохранения было проведено совещание с главными врачами детских медучреждений. По словам первого заместителя министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, ситуация находится под контролем. В роддоме будут проведены все необходимые лабораторные исследования по выявлению бактерий. Если источник заражения действительно обнаружат в родильном отделении больницы, то медицинское учреждение будет временно закрыто на профилактическое обеззараживание, пояснил Цахнакия. Я на совещании дал поручение главному государственному санитарному врачу и республиканской СЭС провести исследование в родильном доме, имеется в виду помещений, смывы из помещений,
И если в ходе исследований будут выявлены те или иные виды бактерий, мы, соответственно, санэпидслужбой будем принимать меры, скорее всего, такого радикального характера. То есть имеется в виду это временное закрытие учреждения на промывку. Это профилактические мероприятия, они проходят ежегодно. Но тем не менее в данный момент и в предыдущие дни и в родильных отделениях проводились тщательные обработки дезинфекционными растворами под контролем СЭС. Все это проводится. В общем, ситуация пока на данный момент такая. Синегнойная палочка – это условно-патогенная бактерия, которая может находиться на теле человека и не причинять никакого вреда организму. Однако в некоторых условиях она вызывает достаточно серьезные проблемы со здоровьем. Проще говоря, она может присутствовать на теле ребенка, но для того, чтобы возникло заболевание, необходимо ослабление иммунитета или очень большое количество самих бактерий, попавших в организм. Синегнойной палочкой зачастую заражаются в стационарных условиях. Именно поэтому синегнойку относят к внутрибольничным заболеваниям. Синегнойная палочка, это, в принципе, она относится к условно-патогенной флоре. То есть она не вызывает какого-то определенного заболевания. Но поскольку новорожденный ребенок еще не имеет фактически иммунитета, не может противостоять, ему любой микроб вреден. Что касается рожениц, если это физиологические роды, то в общем-то, микроб мало опасен. Если это хирургическое вмешательство, кесарево сечение, то тогда это грозит гнойно-септическими осложнениями, как и в хирургических отделениях. То есть это вот именно такой микроб. С 1 ноября санэпидемиологи приступят к исследованиям по выявлению наличия каких-либо бактерий в данном медучреждении. Результаты будут через 5 дней. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В Министерстве обороны Абхазии отметили 16-летие Сухумского высшего общекомандного училища. За это время СВОКу закончили 325 курсантов. Торжественное собрание, посвященное данному событию, прошло в Министерстве обороны. Об истории создания училища, с которым неразрывно связана история вооруженных сил страны, репортаж Ренаты Шакая. Приказ министра обороны от 31 октября 2000 года стал отправной точкой в создании Сухумского высшего общевойскового командного училища. Нелегкий путь от военного учебного центра до высшего учебного заведения СВОКу возглавляли несколько офицеров. Сегодня начальник училища Алхаз Жиба. Открывая мероприятие, он рассказал о высшем военном учебном заведении, которое исполняет главную роль в подготовке кадров для армии Абхазии. История вооруженных сил Республики Абхазия насчитывает более 20 лет. Первые бои Отечественного военного народа Абхазии принимали еще ополченцы. И лишь спустя несколько месяцев военных действий на территории нашей страны были сформированы Министерство обороны и Генеральный штаб. И после завершения войны перед победоносной абхазской армией всегда остро стояла задача обеспечения безопасности нашей страны. За 16 лет существования училища закончили 325 курсантов. Многие из них до сих пор проходят службу в системе Министерства обороны. Сегодня в высшем военном учебном заведении учатся 40 курсантов. Одно из элитных воинских подразделений Абхазии – рота почетного караула СВОКу, участвующая во всех главных торжественных мероприятиях страны. В рядах комендантской роты Минобороны тоже немало выпускников СВОКу, которые хорошо знают ритм армейского шага. История создания училища неразрывно связана с историей вооруженных сил страны. С первых дней открытия училище славилось своими педагогами и качественным образованием. За 16 лет училище подготовило не одно поколение офицеров, отмечалось в поздравительном адресе министра обороны Мираба Кишмаря, который зачитал первый заместитель министра Беслан Цвижба. Затем состоялась церемония награждения. Отличившиеся офицеры училища за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей были награждены ведомственными медалями. Кроме того, за высокий вклад в обучение курсантов преподавателям училища вручили дипломы. Товарищ генерал-лейтенант старший лейтенант Лукуна для получения медали прибыл.
Вооруженные силы – одна из важнейших составляющих государственности нашей страны. Их материально-технический потенциал, а главное высокий профессионализм и моральные качества военнослужащих – гарантия мирной жизни и уверенности в завтрашнем дне каждого нашего гражданина. И в этом смысле СВОКу принадлежит основополагающая роль. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В эти дни в Абхазии находится действующий генерал армии Сирийской Арабской Республики, один из известных представителей абхазской диаспоры за рубежом Уалид Маршан. Сегодня в Государственном комитете по репатриации генерал встретился с репатриантами из Сирии, которые хотели узнать о ходе войны от человека, участвующего в ней и являющегося большим другом семьи президента Башара Асада. По словам Уалида Маршан, большие участки территории уже освобождены от войск ИГИЛ. Он добавил, что существенную поддержку и помощь сирийская армия получает со стороны России. Мы воюем уже 6-й год, за это время было много жертв, но мы уверены, что освободим Сирию и победим в этой войне, сказал Уалид Маршан. В Агу прошла лекция председателя Общества обменов и сотрудничества Россия, Восточная Европа, Центральная Азия, почетного консула Абхазии в Китае Г. Чжили. Тема лекции – экономика и народная дипломатия Китая. Репортаж Сарии Смар. За последние годы между Абхазией и Китаем стремительно развиваются дипломатические отношения, отметил, представляя гостей ректор Абхазского государственного университета Олег Угварамия. Он выразил надежду, что в скором времени эти отношения будут развиваться и в области обучения. Почетный консул Абхазии в Приволжском федеральном округе Владимир Нинтвичук, принимавший участие в мероприятии, отметил, что у Абхазского государственного университета давно налажены связи со многими университетами Приволжья. Мы делаем доброе дело по вопросам развития и укрепления связей дальнейшее, в том числе и научных и вузовских, между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Наша Нижегородская область, так как я там проживаю и выполняю вот эти функциональные обязанности консульские, она имеет тесные связи с Республикой Абхазия и, в частности, вузовские. В 2009 году подписаны были, Олег Алексеевич подписал с техническим университетом, затем подписались с Нижегородским государственным университетом и в прошлом году подписались с Нижегородским инженерно-экономическим университетом. Это не первый визит почетного консула Абхазии в Китае Г. Чжили в нашу страну. Совместно с МИД Абхазии, а также Торгово-промышленной палатой был подписан ряд документов о соглашении между двумя странами. В своем выступлении Г. Чжили отметил, что народная дипломатия – одно из важных направлений в любой цивилизованной стране, и молодежь Абхазии должна это понимать. Г. Чжили отметил, что приехал встретиться со студентами АГУ, чтобы рассказать им как можно больше о Китайской Народной Республике, о культуре и традициях китайцев. Китай очень интересная страна, интересная экономика, экономические успехи большие в мире, например, как завод мира. И второе место по экономике в некоторых отраслях уже занимает первое место. В принципе, все признают. Я хочу вам сказать, конкретно касается вас, имею в виду, касается студентов, касается преподавателей, касается Абхазии. Китайские люди не забыли отзаботиться о вас, о дружбе. По истории мы хорошо знаем новый шелковый путь и великий, старый шелковый путь. Это через Абхазию и через ваш город Сухуми. Сегодня в Абхазии основное население использует в быту товары из Китая. Г. Чжили отметил, что и в Китае хотят покупать абхазскую продукцию, в том числе аджику и чачу. Именно поэтому необходимо наладить торговлю между двумя странами. Г. Чжили также выразил желание в перспективе открыть в Абхазии китайский информационный центр. Более того, Г. Чжили как пример возможного сотрудничества с Абхазией назвал взаимодействие в области медицины. Абхазские студенты также смогут обучаться в университетах Китая. Это станет возможным благодаря соглашению о сотрудничестве
сотрудничестве, которое будет подписано уже в этом году. Студенты задали множество вопросов Гэчжили. Их интересовали вопросы обучения иностранных студентов в Китае и даже вопросы будущего признания Китаем Абхазии. По словам студентов, подобного рода лекции очень познавательны. Хотелось бы, конечно, поблагодарить наш университет и МИД за предоставленную возможность прослушать такую интересную лекцию от первых лиц, так скажем, представителей Китайской Народной Республики. И, конечно же, очень мы были бы рады появлению такой дисциплины, как изучение китайского языка у нас в университете, и в дальнейшем возможность использовать такие программы, как различные студенческие поездки в Китай. И, конечно же, с удовольствием приняли бы студентов Китая у нас здесь, в Абхазии. Гэчжили заверил студентов, что совсем скоро вновь проведет лекцию в АГУ. Кроме того, будут организованы телемосты между студентами обеих стран. Сария Смыр, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Банк Абхазии в 2017 году планирует эмиссию памятных инвестиционных монет из драгоценных металлов. В этой связи объявлен конкурс на создание эскиза будущих монет. На будущий год запланирована эмиссия следующих памятных монет. Абсхалион в золоте, Абхазский государственный университет в серебре и в серебре с выборочным золочением. Исторические деньги Абхазии в золоте, в серебре и в серебре с выборочным золочением. К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Эскизы будут приниматься до 1 февраля 2017 года, сообщается на официальном сайте Банка Абхазии. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии будет облачно с прояснениями, временами дождь. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью плюс 4-6, днем плюс 8-10 градусов. Информационный выпуск завершен, ну а я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.